Торжественное открытие финальных боев в Колизее получилось зрелищным. Первым номером торжества на татами спортхолла Колизей стало шоу самураев, которые сменили народные мотивы, когда чеченский ансамбль «Вайнах» продемонстрировал свою легендарную хореографическую постановку «Под небом вайнахов». Позже под громкие аплодисменты свою удаль начали демонстрировать уже детские ансамбли, а по окончании культурной программы на сцене зазвучали гимны России и Чечни. Первым среди официальных лиц выступил президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик. 16 команд из 8 стран Европы приехали в Грозный, чтобы сойтись в поединках на татами в Колизее. Среди них чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира, континентальных чемпионатов. Мы желаем им только побед. Все знают, как любят и ценят дзюдо на Кавказе и особенно в Чеченской Республике. Желаем зрителям получить удовольствие от борьбы лучших дзюдоистов-мастеров Европы. Я благодарю наших иностранных гостей за солидарность и спортивное братство. Уверен, что они увезут домой только приятные впечатления от увиденного в Грозном. Дорогие друзья, от имени Европейского союза дзюдо я хочу вручить главе Чеченской Республики, господину Рамзану Кадырову, памятную награду в знак благодарности ему и его команде за организацию наших соревнований и за гостеприимство. And on behalf of the European Judo Union, I would like to present the head of the Chechen Republic, Ramzan Kadyrov, a gift. Президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов поблагодарил главу Чечни за гостеприимство и то, что турнир организован на таком высоком уровне. Сегодня, вы знаете, проходит действительно праздник. Собрались лучшие клубы Европы для того, чтобы участвовать в золотой лиге чемпионата клубов Европы. Все лидеры нашей сборной всегда когда-то прошли путь через клубы. И мы уверены, что сегодня рождаются новые чемпионы мира, Олимпийских игр и клубных чемпионатов. Вы знаете, большая радость приезжать к вам, потому что у нас это стало уже традицией приезжать в город Грозный, и мы видим, с какой теплотой нас встречают зрители этого прекрасного города. И мне, как президенту Федерации, уверен, что уже в Токио мы увидим из Чечни наших чемпионов на Олимпиаде. Вот дзюдо и переводится «мягкий путь», но у нас, как говорят, мягко спать, жестко будет на татами для наших соперников. Желаю всем участникам побед на татами и уверен, что самое главное, философия Тхиракана приводит к одному, что мы все друзья, мы все одна семья. У нас нет границ на всей планете. Мы вас любим, мы будем к вам приезжать и знаем, что с теплотой всегда будем расставаться с какой-то маленькой горечью. Разрешите мне поблагодарить президента Республики Рамзана Кадырова памятной наградой и пожелать всем здоровья, счастья и любви. And let me give the head of the Chechen Republic, Ramzan Kadyrov, a memorable gift. Гостей сегодня поприветствовал и глава Чечни Рамзан Кадыров. Ассаламу алейкум! Дорогие друзья, я приветствую участников и гостей клубного чемпионата Европы по дзюдо «Золотая лига». 16 сильнейших команд из разных уголков мира сойдутся сегодня на арене Дворца спорта Колизей. За право провести этот престижный турнир боролись несколько стран. Но предпочтение было отдано России и Чеченской Республике. Это неудивительно. Мы уделяем особое внимание развитию данного вида спорта. Ведь национальный лидер и президент России Владимир Путин является главным дзюдоистом страны и самым известным дзюдоистом планеты. Он внес огромный вклад в популяризацию и развитие дзюдо не только в нашем Отечестве, но и во всем мире. Благодаря Владимиру Владимировичу миллионы наших граждан систематически выходят на татами. Мы гордимся, что в Олимпиаде в Бразилии дзюдоисты России завоевали 2 золота и бронзу. А спортивный клуб дзюдо «Эдельвейс» имени Турпалали Кадырова в этом году в упорной борьбе получил звание клубного чемпионата России. Воспитанники клуба достойно выступают на международных и российских первенствах. Развитие спорта – одно из главных направлений курса нашего первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Именно на этом пути мы проделали большую работу, чтобы вывести дзюдо и другие дисциплины на высокий уровень в стране и мире.
Я благодарю всех, кто внес вклад в организацию и проведение этого грандиозного спортивного праздника. Желаю всем удачи и честной борьбы. Аллаху Акбар. Здесь же был вручен ряд наград. Президент Европейского союза дзюдо и вице-президент Федерации дзюдо России Михаил Черкасов были удостоены благодарственных писем за подписью главы Чечни. Им же вручили национальные музыкальные инструменты. А глава этой организации стал обладателем еще более высокой награды. Медалью за заслуги перед Чеченской Республикой Анисимов Василий Васильевич, президент Федерации дзюдо России. Также вручается национальный музыкальный инструмент для тхэквондо. Благодарственным письмом главы Чеченской Республики награждается Шахириев Асламбек Саманович, главный тренер Федерации дзюдо Ростова, генеральный директор спортивного клуба «Эдельвейс» имени Турбал-Али Кадырова. Затем Кадыров под громкие аплодисменты зрителей торжественно открыл Золотую лигу. Дорогие друзья, клубный чемпионат Европы «Золотая лига» Грозный 2016 объявляю открытым. Турнир посетило огромное количество официальных гостей и именитых спортсменов. В их числе и известный российский политик Асламбек Аслаханов, который также является мастером спорта по дзюдо. Помимо него посмотреть на Золотую лигу пришли и многие прославленные выходцы из Чечни, которые когда-то добивались разных успехов именно в этом виде спорта. Мы привыкли, что в нашей республике соревнования проводятся, любое соревнование проводится на очень высоком уровне. И здесь проводятся очень серьезные соревнования, которые не уступают по своему накалу, по своему колориту, по своей организации и по самим участникам равносильно даже чемпионата мира. То, что провели сегодня здесь, это признание нашей республики как одной из мощно развивающихся спортивных регионов Российской Федерации. Это очень важно. Конечно, это большой праздник для нас, потому что я лично сегодня увидел очень много своих друзей по спорту, которые со мной еще тогда боролись. Вот. Увидел много здесь и олимпийских чемпионов, которые боролись в Женеве. Вот. Мне очень приятно, что у нас дома уже такие соревнования проводят. Клубный чемпионат Европы, Золотая лига, это очень сильные соревнования. Не хуже, чем чемпионат Европы, но личный чемпионат Европы. И в команде намного интереснее смотреть схватки, чем когда личный чемпионат Европы, чемпионат мира, когда проводится. Ну, это, наверное, первый шаг только. Надеюсь, что дальше у нас будет и более высокого ранга соревнования проводиться. В итоге призовые места среди мужских команд распределились следующим образом. Бронза у португальского «Спортинга» и грузинского «Файтера». Серебро завоевала питерская «Явара Нева». А победителем Золотой лиги 2016 стал грузинский «Сагареджо». Финальным счетом 3-2 победу одержали Не совсем удачным нынешний розыгрыш Золотой лиги выдался для представительниц прекрасной половины из России. Две команды, которые были заявлены на турнир от нашей страны, покинули его. А первое место за клубом из Германии «Спейер», серебро у австрийского «Самурая», а бронза у турецкого «Галтасарая» и французской «Шампини». К сожалению, нашей команде не удалось сегодня дойти до финальных поединков. В результате жеребьевки нам попался весьма серьезный противник, немецкий Абенсберг, который 7 раз становился победителем этого турнира. Но, несмотря на это, наши спортсмены показали хороший уровень готовности к турниру. Стоит отметить, что Эдельвейс даже лидировал после первых 2 схваток. Но все же опыт выступлений клуба из Германии позволил Абенсбергу выйти победителем этого противостояния. Итоговый счет 3-2. Нам повезло выиграть первую схватку с противником. Когда ты побеждаешь команду хозяев турнира, это всегда тяжело. Это был молодой дзюдоист, одержавший множество побед. Он был не очень опытный, но сильный. Мы первый раз на этом турнире. У нас молодая команда, как мы всегда отмечали. И это будет нам большим уроком. В любом случае, если бы мы здесь выиграли бы, нам бы это было, казалось бы, что это очень просто. Дзюдо не просто, дзюдо каждая секунда, каждая ошибка стоит полной встречи, полной командной даже встречи. Поэтому надо будет над ошибками учиться, по-другому настраиваться. Здесь более титулованные, более именитые ребята.
Поэтому они в любом случае вот это и сказалось. В составе делегации Федерации дзюдо России был и главный тренер мужской сборной страны, итальянский специалист Эцио Гамбо. Указывая на тот факт, что Россия на турнире была представлена 3 клубами, он отмечает, что для него это и своего рода просмотр потенциальных новичков в свою команду. 100%. Я думаю, сейчас на команду минимум 8-9 человек мужчина. Наша команда 60 человек. Это больше 20%, это чеченские ребята. И можно дальше, можно больше. Сейчас посмотрим. Организация супер. Ты смотри, открытая церемония, супер открытая церемония. Тоже последний момент, когда 2 детей танцуют, это очень красивый момент. Многих турнир поразил грандиозной организацией. Если даже результат не совсем тот, на который рассчитывали многие дзюдоисты, все-таки главная цель каждого участника – это победа. Они отмечают, что эта золотая лига надолго останется в памяти спортсменов как один из лучших по организации чемпионатов Европы высшего дивизиона. Этот турнир просто сильнейший, и мне хочется поблагодарить Грозный за все это. Наш результат, к сожалению, плохой, так как наш лидер получил травму. Но это дзюдо, будем бороться в следующем году. Естественно, это уже история. У нас на Кавказе она еще проходит. То это запомнится на долгое время. Такие соревнования намного интереснее, чем личные, потому что тут примерно понятно, да, 2-3 схватки проходят, да, или равная оценка, да, вот 2-2 или там 3-1. И поэтому, когда особенно 2-2 становится, там вообще ажиотаж. Конечно, нервишки шалят. Намного интереснее. Моя команда выступает, Ивара Нева. Да, и я последние 2 года боролся, и вот как Беслан сказал, наоборот, очень интересно, и так волнуешься за команду, и вообще атмосфера другая. И наоборот, как-то, не знаю, хочется, вот, когда ты борешься в командном турнире, и хочется поддержать, и как-то все сделать, чтобы вытащить команду. Такой, не знаю, своеобразный интерес там в командном, клубном, это именно соревновании. Несомненно, Золотая лига останется одной из самых ярких страниц в истории спорта не только Чеченской Республики, но и всего Кавказа. Большую роль этот турнир сыграет и в плане популяризации дзюдо. Эксперты уверены, что после нее на занятия спортом, который с японского языка переводится как «мягкий путь», запишутся сотни детей. Любой боящий ходик, что тренирует. Последней официальной частью Золотой лиги стало награждение победителей и призеров. Помимо медалей и кубков, все они получили от чеченской стороны и национальные кинжалы. Следующая Золотая лига состоится в столице Португалии – Лиссабоне. Магомед Ламаркаев, Булат Баканаев, Расул Арцухаев и Джамлел Хажалиев. Новости.